Вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем братьям, если есть, и сестрам, кто у нас в гостях, и всем тем, кто в дальнейшем, иншаллах, по воле Аллаха нас услышит. Всем большой салам от нас всех. Сегодня у нас месяц Мухаррам, 24-й. Мухаррам, 1448 год, что по юлианскому календарю 9 июль 2026 год. Тема эфира у нас предатели и дезертиры, что их объединяет и в чем их противоречие. Тема выбрана не случайно, исходя из своих наблюдений, можно сказать, как участник новейшей истории последних 40 лет, меру своего осознания, я убежден в том, что многие из нас полностью не осознают суть вот этих слов, вот этих названий, в чем их различия, в чем их противоречия и что их объединяет. Ввиду того, что многие не вникают и не понимают вот суть этих слов, смысл вот этих слов, поэтому есть много недопониманий, есть много противоречий, обвинений в адрес друг друга. Поэтому, иншаллах, я чтобы не быть таким, не делать лично упреки от себя, я поставил вот этот вопрос, вот этот новый у нас запущенный, как в последнее время все любят говорить, искусственный интеллект. Думаю, посмотрю, как он даст оценку вот такому названию, вот такому вопросу. И вот что он мне выдает, хотя абсолютно, можно сказать, на 100% я с этим ответом согласен. Вот в таком грамотном содержании, может быть, я и не смог бы изложить, но тем не менее полностью оно совпадает с моим мнением. И поэтому, иншаллах, я аккуратно, последовательно прочитаю, что объединяет предателей и дезертиров. Первым пунктом нарушение присяги долга. Оба, что предатель и дезертир, предают коллектив, государство, армию, идею, группу, которому ранее присягали или принадлежали. Второе. Выбор личного выживания, выгоды над коллективным долгом. То есть, что их объединяет? Выбор личного выживания, выгоды над коллективным долгом. Третье. Социальное осуждение. Военное время и в патриотически настроенном обществе оба воспринимаются как моральные изгои. Как предатели, так и дезертиры. Четвертое. Потеря доверия. После такого поступка возвращение к прежней группе почти невозможно. Это очень сильная оценка, и каждый из нас должен задуматься над этим. Далее идет аспект, масштаб действия. Касательно предателя отдельно. Активно вредить своей стороне, передает секреты, сотрудничает с врагом. И, соответственно, дезертир пассивно уклоняется, убегает с поля боя, отказывается воевать. Мотивация для предателя, чтобы стать предателем, это в первую очередь идеологическая сторона и корыстная месть. Из нашей истории, если проанализировать,
Все один в один совпадает. Касательно дезертира, чаще всего страх, чтобы он стал дезертиром. Первое – это страх. Вторая – усталость, нежелание умирать. Третье. Степень опасности, которая исходит от предателя, высокая, степень опасности высокая. Что мы сегодня видим, исходящее от наших, не от наших, но чеченоязычных манкуртов, которые сегодня управляют нашим народом. Степень опасности может нанести стратегический ущерб, который они сегодня нам наносят. Мы сегодня видим, что там строятся дороги, строятся какие-то объекты там, общеобразовательные, там, медицинского назначения, спортивного, строятся какие-то там жилые объекты. Это все можно отнести к вопросам бизнеса. Но в плане стратегического ущерба, то, что они сегодня делают с нашим народом, одним эфиром полностью не выскажешь. Мы сегодня, этот ущерб, который они нам наносят, мы по факту не ощущаем. Тем более те, которые сегодня проживают за пределами, которые причисляются к категории мухаджиров. Есть те, которые бывают дома, которые приезжают, и таких немало, они могут более конкретнее это ощущать на своем примере, но мы делаем оценку на расстоянии. То есть по факту мы многое видим, но то, что из этого вытечет в будущем, что из этого принесет нам большое зло, стратегический ущерб, по факту мы сегодня в полной мере не оцениваем и не можем оценить. Настолько он велик. Степень опасности, которая исходит от предателя. А степень опасности, которая исходит от дезертира, это средняя степень опасности. Он что делает? Он ослабляет ряды, в первую очередь, тех, кто сопротивляется внешней агрессии, злу, несправедливости. Дезертир – это он ослабляет ряды. Ну, не всегда. Не обязательно бывает так, что он помогает врагу напрямую. Но косвенно, в любом случае, он становится помощником врага, будучи дезертиром. Моральная оценка обычно считается более тяжким преступлением. Это отношение предателя. А в отношении дезертира может вызывать некоторое сочувствие и жалость, мол, не выдержал, сломался человек. Юридический статус, государственная измена в отношении предателя. Дезертирство, воинское преступление, расстрел по законам военного времени. Это искусственный интеллект выдает такую оценку. Я не от себя это даже говорю. Ключевые противоречия. Предатель переходит на сторону врага или сознательно работает против своих. Дезертир просто выходит из игры, не обязательно помогая противнику. В нашем случае помогали еще как помогали. Убивали, взрывали, травили, делали бухтаны, разжигали рознь и неприязнь между муджахидами. Это делали дезертиры. Похлеще, чем предатели. Предатель – это активный враг изнутри народа или этноса. Дезертир – это тот, кто отказывается быть своим. А те, кто сегодня старается из этих дезертиров сделать их рукопожатными, это уже я от себя добавляю. Я считаю, что сам должен быть не рукопожатным. Это касательно того, что на такой вопрос, который я задал, выдал искусственный интеллект. И валлахи, у меня ни одного замечания касательно этого ответа у меня нету. Многие из нас, по крайней мере, я уверен, что видели, когда мы сегодня говорим, когда нас сегодня по факту, можно сказать, уже разделили, стравили, противопоставили,
можно сказать, там, на верующих, на неверующих, на секуляристов, на атеистов, на суфистов, на ваххабистов, хотя все в унисон кричат, что мы все мусульмане. Вот есть видео Аслана Масхадова, 5-минутный ролик, он на чеченском языке. Также есть призывы Шамиля из нашей истории. Также есть приказ и призыв докки Абу Усмана, что вот те дезертиры, за предателей, мы сегодня как бы в этом аспекте сейчас не будем их затрагивать в данной ситуации. Обращаясь к дезертирам, если, можно сказать, Шамиля и докку относят к ваххабистам, таким золимам, то все, кто, можно сказать, себя считает национал-демократом, то все признают Аслана. И вот Аслан прислал в начале 2004 года, где-то в мае месяце, если я не ошибаюсь, кассету на улицу. И вот я попросил спикера, чтобы он вот поставил там на чеченском языке, ну я немного прокомментирую и на русском языке, иншаллах. Многие из нас это слышали, но аккуратно, внимательно я попрошу, чтобы вы еще раз прослушали вот этот 5-минутный ролик. Если не весь даже, но первые 2 минуты в любом случае. Дай нам прослушать, Ламру. Сега был депутат, сейчас был министр. До хабаш маклета на санте. Шеш бюрше дела, шеш нах дела, шеш кон хой дела. Канаш сюк камилаш ди дела. Цадюл. Азот кузаду, мастгой кузабу. Цадюл. قعدوا الجهاد حدوا все баркал делрез филшун ит от депутатов цацигатуру вполне кричатига дохумадать министр иностранных дел и все информационно агулело дион цаши и представительство уж массу цадюл малели матаранаш аларт он чак бэлчиш кордадин хаямарах чак бэллер وقت переговоры шум даю Аллах юхабе ахкандиона معرف يقربوا ويشتن قلت واسخشدون يشتغل ما ديزر باش شو سير خاتن شاش بيدلش بي شاش дезертирш дай шаш беженч дай дион притворяется там исполняющий обязанности там председатель или заместитель яхцахетердуис вообще яхцахетердуис вопрос должен быть поставлен так. Вопрос так. Сайт, терик, вождерик, шедерик, гидеон, танахил диз. Все в одно должно стекаться. Вот. Вижу щатишь, массу метятил. Вот так и должно быть. И задал закаявар, ела шум на что. Его шейтан во что. Комбали диона, цу шервер, тевидуш, савидуш, искер теохошен диона, диабертал киец, сиабертал киец ин. Инц диона. حقا пресс-службе, وقنا пресс-службе, حقا пресс-службе باش حيد لي لشي زكايا أسئلة немедленно تقاش немедленно تصبول حيد سيحول شو تملو يتسي مخول سيادو ومت تعديونا متكبو تخون دريك دو تخون يخي داخلتي جيم إز ماستو عليه تويشو تأديولو Церга Элла, командиршка Элла, Тяукаш Дайтан, все, разжалуют Даредово за дезертирство. Все, вот такого муджаида для меня больше не существует. Ватспису. Ни сегодня, ни завтра. Ни навеки вечные. Я считаю это предательство. Сундерас Ридабахан, Таган تاسدوش خم نخسو سمع دولش وحان سمع دولش تا وير قوش ولش چون يحشي بتقوش إناخن قوش چون إزمرت إديوان بيق بيتش چون جدا آل تاان إتو بلش إمور ناخن هوا قوش واق إتو بلش هرطوام چون چبيان باي وددي
горе-генералы, знаменитые. А говорит, почал мол колайер. Ар лидер штиана, вот. Ар чел диан с 91 года из мискнех цимюль штиан. Лел диан. А маршу юшхил. А шер юшхил. Валлахи цахил, я духама цахил. А юштек имамала, президентала, вот. И он нашхала, там гуч медали масанха. Даже карки хотел диана. Володя, это почалось давай диана, ахегал диан. И он шли лишь. Ариш дагу из киря ял хаг цар диана, цбичти. Дик добез, нормально хам добез. Алхамдулилlah. هو عذر ديانا يشمت ديانا سبلين ده شعب لوشه سوديان سيرمت تاك ايش مت بالعرب وتقدر بلا كاتاستروفا تأقم عور سهر ديانا سواب شي ديانا نخل وقر ديانا يا راج что это все наоборот таган ورдох ديانا марша ханьезе почал ханьезе газки ханбизе شرحا ديزا Ну, одним словом, вот Аслан пишет обращение, видеообращение на тот момент к тем, кто находится на улице. Суть, как бы, вкратце я изложу. И там, как бы, Аслан разделяет, мол, кто есть кто. Зовет всех домой, кроме нескольких людей. И называет их поименно, там, если даже не поименно, ну, по должности. Ввиду того, что я в курсе вот этих событий, я знаю, что на тот момент эта информация у меня была от Шамиля Абдуллаха. Он вроде бы говорил, что Масхадов дал команду, чтобы один Ахьяд Идигов от парламента остался на улице. Также министр иностранных дел на тот момент Ильяс Ахмадов, чтобы остался на улице. И пару инфоагентств, примерно. Там точно помню, что один из них Удугов, Кавказ-центр, второго сейчас, чтобы соврать, я не помню. И вот в этом обращении Аслан Масхадов обращается ко всем тем, кто дезертировал. Сегодня находятся многие из тех, кто там начинает искать какие-то отговорки. Вот меня там, когда я выходил, меня направили, там деньги собирали, там что-то делали, третье, четвертое. Да, возможно, там в начале войны, видя ситуации, что как бы исходя из той обстановки, потому что на тот момент муджахидов было много, в начале войны, мы, как мы помним, город обороняли, можно сказать, до 7 тысяч муджахидов. И, соответственно, вот в этой обстановке, да, Масхадов, может быть, позволил кому-то там, или соизволил, или дал какую-то бумагу, чтобы он поехал там, что-то сделал полезное для народа, для джихада, собрал там деньги или распространил какую-то информацию. Вот такие люди были, я согласен с этим. Но тут Аслан Масхадов обращается и говорит, если вы мужского пола, он говорит, что бёршадалях по-чеченски, если вы мужчины, если у вас есть честь и достоинство, я приказываю всем вернуться домой. Джихад здесь, враг здесь. И там он как бы персонально обращается поименно там к Закаеву и ко всем командирам, генералитету, свадебным генералам, которые по сей день как бы проживают, протирают свои никчемные штаны. Разговор не за всех идет, а конкретно кого он касается, примерно. Было много людей, которые имели на это основание, имели ранения, имели причины не входить вот в эту категорию. И Аслан Масхадов таким людям никаких претензий не предъявляет. Он говорит, примерно, возвращайтесь домой.
И далее дополняет примерно, осознавая, что они на 99% будучи уверены, что они не приедут. И он им говорит: вам не нужна свобода, вам не нужен шариат. Вот было бы неплохо даже, если молодежь как бы перевела бы вот это обращение Масхадова на русский текст, как бы, или озвучку, или титры можно было бы наложить. Вот моя просьба к молодежи, чтобы побольше вот этот ролик распространить. Это не Доку Абу Усман говорит, не Абдуллах Шамиль Абу Идрис говорит. Это говорит для тех, кто сегодня кровь из носу старается установить какую-то демократию. Вот для тех в единственном числе Аслан Масхадов является законно избранным президентом. Вот он обращается к этим людям. И после этого, если мне кто-то говорит, который не был болен, у которого не были какие-то алиби, что он не дезертир, что он в дальнейшем, уже когда они вышли против своего эмира Доку Абу Усмана, что он как бы не булат, валлахи, я такие отговорки не принимал и не буду принимать. Но насколько мы видим, не все понимают суть вот этих вещей. От парламента, хотя Сараляпов был председателем парламента, Абдуллах Шамиль говорил, что Идигов Ахьят наиболее приемлем для работы за пределами нашей страны. Это при Арсанове Вахе мы как бы в 2004 году, вот когда он говорил, что он с Масхадовым на эту тему разговаривал, я как бы оказался свидетелем вот этого диалога. Ильяс Ахмадов и вот Мавлади Удугов, я вот 100% помню, вот Шамиль называл вот этих трех человек. Я не думаю, что он с Масхадовым о каких-то других людях говорил, что как бы у них компромисс в каких-то отношениях других фамилий было. Поэтому сегодня, когда в настоящем происшествии, можно сказать, 26 лет, сегодня мы видим таких героев, супергероев, которые рассказывают нам, что вот-вот мы достигнем скорой победы, это не что иное, как просто пафосные речи самозванцев и актеров всех как бы мастей. Я еще раз повторяю, чтобы каждый одеяло на себя не тянул, мы не судим тех, кто тихо, молча проживает, не делая фитны, не делая бухтаны, у кого, может быть, не хватило имана или других качеств. Разговор не о таких братьях идет, если, иншаллах, они братья. А разговор идет именно о тех людях, которые сегодня тешат себя иллюзиями, что они являются лидерами чеченского народа, что они стояли у истоков вот нашей новейшей истории, да? Заявляют о себе, поздравляют, принимают медали, которые сегодня, можно сказать, занизили ихнюю ценность, что, валлахи, из рук вот этих самозванцев, чтобы взять вот этот медаль, у меня, честно говоря, меня бы не хватило. Вот мы видим, как вот на сегодняшний день мы видим, как в Украине, как они называют, там бусифицируют людей, да, на войну. Идут угрозы, побои, похищения, выкупы. То же самое мы видим практически там одна в одну, то же самое в России, да. Подкупы, похищения, умышленные, вымышленные статьи, потом дальнейшие выкупы. И все это с обоих сторон идет под лозунгами священной войны. С обоих сторон. Особенно с пророссийской стороны это уже там и книги пишутся, что это есть священная война. А по факту мы сегодня свидетели сионистского передела сфер влияний. Империализм, который мы знаем по истории, который в настоящем перешел в форму капитализма, они просто хотят сегодня перераспределить контроль за природными ресурсами, логистикой и технологиями.
Вот вся суть вот этих войн и конфликтов, которые мы сегодня наблюдаем. А когда у нас на Кавказе шел джихад, когда оккупант напал на нас, мы никуда на тот момент, ни в Москву, никуда не выдвигались. Мы же помним это, хотя касательно Второй войны мы говорим, что вот мы, там, если бы не Дагестан, что и поход не в Дагестан, вот войны бы не было, мы бы были независимы, вот рассказывают сказки для дураков. Мы же в Первой войне ни на кого не нападали, правильно? Мы, соответственно, со всеми, можно сказать, правилами тех времен Российской Федерации, в прошлом Советского Союза, как другие союзные республики, точно так же отделились. Более того, там наспех приняли Конституцию, чтобы опередить в этом саму Россию. Но мы же войну не избежали. И вот касательно вот этой войны и Второй войны, мы помним, что никто из чеченцев и даже из тех братьев с других республик, с других народов, которые приехали на джихад, никто не воевал, никто их насильственно на войну не тащил, никто их не бусифицировал, наркотики не подкладывал, девчонками там на телефонах не затягивали вот в эти сети. Каждый приезжал, исходя из своего собственного идеологического, патриотического соображения. Но мы же помним, как в прошлом не только от самих предателей, открытых предателей, даже от тех дезертиров, которые протирали свои штаны здесь, за пределами нашей Родины, какие только бухтаны не делали на муджахидов, на амиров, в конечном последнем амире, на амире Докке это приумножилось в десятки и в сотни раз. Сколько лжи и лицемерия исходило из уст предателей и дезертиров вот в этом отношении. Какими словами выражался тот же примерно Манкурт, вот этот Кадыров, в отношении амира и всех муджахидов, как они тешили себя иллюзиями, там, какими только именами они не называли муджахидов. И в унисон им это же делали и дезертиры. Не все, но те, кто возглавлял вот эту группу дезертиров. И вот, наблюдая за спектаклями предателей и муртадов, вот мы видим из раза в раз, как последовательно на наших глазах искажают нашу историю. И это очень серьезный момент для нас. Мы как бы свидетели и очевидцы вот этих событий, мы пока еще живы, и как бы спокойны, нам кажется, что вот эта ложь, иншаллах, будет разоблачена. Мы не дадим как бы обмануть себя, свой народ и нашу историю. Но это не так, это ошибочное мнение. Время идет, и многие умирают, и нас тоже в скором будущем не станет. Если даже мы не погибнем на войне или на джихаде, смерть свое все равно возьмет. Час придет, и нас не станет. А вот эти предатели и дезертиры пишут свои версии нашей истории, прибегая к искажению для оправдания себя и своего предательства, своего дезертирства и своего окружения. Для оправдания. Вот они пишут вот эту историю, и на этой истории собирается как бы расти наших детей и наших потомков. То есть, получается, предателей стараются сделать героями, а дезертиров – патриотами. А искренних героев Кавказа и Уммы опорочить и представить в роли золимов. Валлахи, вот на наших глазах вот идет вот такой процесс работы. И если внимательно анализировать работу обоих сторон, как со стороны предателей открытых, так и со стороны дезертиров, скрытых предателей, она ведется в унисон. Что дезертиры, что предатели как будто управляются одним источником. Все настолько синхронно, что не заметить просто невозможно. Вот мы в последнее время часто уже начали видеть, как на
примере вот ЧГТРК Грозный, да, под руководством некоего Чингиза Ахмадова, как он ведет подрывную работу по искажению нашей истории, да. И это как бы вот то, что они делают, вот домашние манкурты, вот эти предатели, это для нас, как бы вот для мухаджиров, кто за пределами, это очевидно для многих мухаджиров. Не для всех, но для многих мухаджиров. То есть вот эту работу, которую вот эти манкурты дома ведут, мы его как бы осознанно воспринимаем, да, вот враги вот работают, вот искажают, да. Ну, когда то же самое делают блогеры всех мастей из числа дезертиров и национал-демократов, многие мухаджиры стараются не замечать или преуменьшать ущербность таких действий. Вот для параллели, там, образно, возьмем того же Хамбиева, да, брать интервью у Хамбиева, допустим, бывший министр обороны у Масхадова, и как сам он любит похваляться, это единственный министр обороны Чеченской республики Ичкерия, да, в единственном числе. Брать у него интервью, мы понимаем, что это делается зулем, что это искажается наша история, что они врут, да. Мы это как бы воспринимаем должным образом, реально. Хотя надо указать, что в отличие от многих дезертиров, да, до 2004 года Хамбиев вроде бы был в низами. Не воевал, правда, в основном жарил шашлыки, но низам соблюдал по отношению к своему эмиру. И, соответственно, мы с этим тоже согласны. Это факт. Ну вот, допустим, скажем образно, вот есть такой некто один Халимов, который сегодня как бы после 20 лет спячки где-то проснулся и сегодня начал раздавать интервью налево и направо, да, Халимов Ислам. Бывший вице-премьер при Масхадове, который якобы, с его слов, возглавлял шариатскую гвардию Чечни примерно. Я представляю, какой шариат можно представить под руководством Халимова, да, который в дальнейшем уже из истории мы знаем, который полностью открыто выступил против эмира, подрывал единство и является законным золимом. И получается, брать у него интервью, это нормально, тут искажений нету. Тут как бы история, она по факту излагается. Валлахи нет. Это называется подходы с двойными стандартами, да? Вот взять другого объекта, там, образно, всех их сейчас не вспомнишь, всех не перечислишь, и время у нас такого нету. Вот есть такой некто, такой пассажир Умар Сугаипов, также он выступает на этом спектакле под руководством того же Чингиза, да? Мы понимаем, что они искажают и принимают, искажают нашу историю, и мы это принимаем, соответственно, как зло. Но Умар был, вот этот Умар Сугаипов, до того, как перебежать к Кадырову, он был соратником и наибом Зиндика Закаева. Я и в прошлом рассказывал, и еще раз повторюсь, который по заданию Закаева приезжал в Грозный для того, чтобы устранить Шамиля Басаева. И лично с этими предложениями выходили на меня. Вот, допустим, Чингиз у него берет интервью, примерно, мы соглашаемся, что это неправда и зло, а вот то, что Умар был ближайшим соратником Зиндика Закаева и его наибом, это мы забываем. Когда Умар понял сущность Закаева, видимо, он потом уже выбрал для себя нового хозяина, Кадырова, да? Получается, то, что Умар на ЧГРТК болтает, мы принимаем как искажение нашей истории. А то, что говорит и пишет Зиндик сегодня, да, в отношении наших лидеров, наших эмиров, пишет там книги, какие-то статьи, какие-то делает заявления, это не искажение истории, это нормальное, реальное, нормальное явление для многих мухаджиров.
Вот что меня поражает. Почему мы этого не можем понять? То, что, допустим, Зиндик Закаев излагает, пишет и делает бухтаны на наших героев, это мы как бы не пресекаем, это нами не пресекается. Да, я слышал, что некоторые якобы пишут, что мы заявили, что мы как бы предупредили, что мы как бы опровергли. Но по факту мы видим, что эта работа продолжается. И они, вот эти люди, которые посягают на честь и достоинство ушедших наших лидеров, героев, и мы видим, что эти люди рукопожатные. Даже для тех, кто якобы говорит, что он их критиковал вот за эти статьи, за 3-я, 4-я, да? Но тем не менее, они рукопожатные. А почему это происходит? Почему они рукопожатные? Потому что у нас слабость в имане и нет единства на основе Корана и Сунны. Мы не руководствуемся Кораной и Сунной. Мы не пользуемся как бы аль-валя валь-бара, любовь и непричастность ради Аллаха. Вот ради интереса, кто при встрече не стал давать руку Зиндику Закаеву и его ближайшим соратникам, допустим, образно я говорю, я с ними не встречался и никогда как бы руку им не подал бы. Но я не помню ни одного случая, чтобы кто-то не подал руку этому Зиндику. Хотя где-то кто-то, может быть, из тех, кто ему руку подает, может, где-то его и критикует, да? Ну, а соответственно, как это получается? Это называется двойные стандарты и лицемерие. Одних мы признаем предателями и врагами, а с другими ручкаемся. А они в унисон и параллельно ведут подрывную работу по искажению нашей истории и покушаются на честь и достоинство наших героев. И делается это под контролем одних и тех же сил, через разных кураторов и через разные каналы финансирования. Иншаллах, мы не помним, чтобы наши ушедшие лидеры, как бы они где-то в чем-то не соглашались друг с другом, никто из них не нарушал байат вышестоящему, свою присягу, чтобы они искажали действительность и нашу историю. Такого случая я не помню. Да, были разногласия, были непонятки, были претензии, но их старались решать через шариат. А сегодня мы видим, что вот от домашних манкуртов, от этого кадыровского клана, вот те дезертиры, за которых сегодня мы говорим, они абсолютно ничем не отстают. И более того, даже в изощренности превосходят поливание грязью чеченских героев, амиров и муджахидов. Зиндик Закаев и его труппа, они превосходят в этом. Хотя мы знаем, что Кадыров – это как бы открытый враг мусульман, Чечни и Кавказа. А вот когда ты задаешь вопрос, а кто такой тогда Зиндик Закаев, тут ответы разнятся примерно по всем категориям. Для кого-то он брат, для кого-то он кумир, для кого-то он мусульманин, для кого-то он лидер, для кого-то он артист, комик. То есть тут как бы начинает все делиться. А чем он отличается от Кадырова? Он то же самое, того же Кадырова называет своим братом, и с ближайшим соратником Кадырова встречается в Европе, не с одним, со многими. Ну, одного мы знаем точно, который умер, сейчас его нету, это Дукваха Абдурахманов. Встречался с ним, вел с ними переговоры о возвращении домой. Также мы помним, что первую свою книгу он написал со своим другом Ярагой Абдулаевым, дружил с тем же Умаром Сагаиповым. Последний из его друзей, который сегодня рядом с Закаевым, с Кадыровым, это вот этот Джамбетов. То есть это они перетекают из одного сосуда в другой примерно, но по сути это одна категория людей. Зиндик Закаев, над которым висит решение шариатского суда,
аферист высшей марки, сам себя объявивший, что он глава правительства Ичкерии, занимался подделками подписей и Масхадова, и Абдуль-Халима, и который якобы выступает за независимость Чечни на основе демократии при поддержке Запада. Это то, что мы сегодня видим. И при этом, со слов самого Зиндика, Путин неоднократно предлагал ему стать президентом Чечни. Субханаллах. Как правило, из его же заявлений Зиндик регулярно получает стопроцентную информацию прямо со стола Путина. Это его личные слова. Он точно знает, что Эмират Кавказ – это проект ФСБ, за который заплатили $500 миллионов. И вот эти конкретные данные он якобы получал по каналам Литвиненко. А Литвиненко, в свою очередь, получал это от своего друга и сослуживца Лугового, ныне депутата Верховного Российского Совета, и который, этот же Луговой, по-дружески потом и убил этого Литвиненко, отравил. Личный представитель в начале украинской войны, мы же помним, личный представитель Закаева в Украине, это Шулипа, да? Кадровый офицер ФСБ, заместитель, начальник отдела по кадрам в администрации Путина. Из прошлого мы помним, что Закаеву в Лондон для связи с заместителем главы ФСБ с Бортниковым приезжал Атлангириев Маулади, это криминальный авторитет. А Зиндик Закаев записал их совместный разговор и через свой канал передал этот разговор Кадырову. А он приезжал с предложением, мол, давай свергнем Кадырова, и мы тебя как бы протолкнем. Москва тоже якобы подключится, я эти вопросы решу. Видимо, там вот такая тема у них была. Он это аккуратно записал, передал Кадырову, и, соответственно, Кадыров уже в дальнейшем через своих людей вывез того же Атлангириева Маулади и вместе с ним Шахбиева, его друга, в Чечню, и сам лично запытал этих двоих людей и убил. В дальнейшем, вот последнее, мы помним, что как на Закаева выходят люди Патрушева с просьбой выбрать среди них человека для переговоров с Зеленским. Также из прошлой истории можно вспомнить то, что киллер ФСБ «Зона», подложивший бомбу в машину с оружием для Шамиля Басаева и убивший представителя Эмирата Кавказ здесь, в Стамбуле, Мусу Атаева, работал в тесной связке на тот момент с ближайшим другом и замом Закаева с Увайсом Ахмадовым. Увайс Ахмадов, который в дальнейшем, в свою очередь, взял у Кадырова $500 тысяч для того, чтобы с обещанием, что он убьет здесь, в Турции, примерно, Маулади Удугова. А деньги этому Ахмадову, Увайсу, передал кто? Умар Сугаипов, который был наибом у Закаева, а потом уже наибом у Кадырова. Субханаллах. Все как вот на примере вот современной истории, как на примере Жамбетовым. Да? То он ближайший друг Закаева. Мы же много роликов смотрели на эту тему. А сегодня он как бы на побегушках у Кадырова. Статус между Кадыровым и Закаевым там немного разнится, ввиду того, что у Кадырова денег больше. А Ахмадов Увайс, когда не смог убить Маулади Удугова, да, ему не захотелось вернуть деньги, когда по счетчику сказали, возвращай или, короче, накажем. А он говорит, давайте я, вот Маулади, он где-то заныкался куда-то, примерно, не могу я его найти, а желание есть. Вот я вам убью Батукаева Шамсудина, он как бы вот генеральный представитель на тот момент от Эмирата Кавказ, доку Абу Усмана. И брата доку Ваху Умарову, я вот за эти деньги двоих их замочу. И для этого нанимает киллера из старой гвардии, или я не знаю примерно.
эта ситуация, она знакома многим, да, нанял киллера, по-моему, по фамилии Батумаев, по-моему, был фамилия вот этого человека. Встретили этого киллера, снабдили его пистолетом Стечкин с глушителем, который Зона, в свою очередь, перевез из Грузии в Стамбул. Вот это исторические факты, да, нашей истории, интересные для, можно сказать, для настоящих историков, захватывающие такие истории. Но я ни разу не помню, чтобы ни один из наших таких вот этих сегодняшних блогеров, выскочек, да, чтобы кто-то там хотел встретиться с тем же Шамсудином или с тем же Вахой, чтобы как бы вот изложить вот эту информацию, она часть нашей истории. Никто как бы на этой волне, вот на эти темы, никто не хочет примерно брать интервью, встречаться. А почему? Потому что эти люди, они как бы стоят на стороне Корана и Сунны. Также, если как бы коснуться вот этого момента, у нас же есть сегодня люди живые, здоровые, да, грамотные, дипломаты в большинстве своем, которые близки были Жахаром Дудаевым, Зелимханом Яндарбиевым. Есть даже и те, которые с Шамилем были в близких отношениях, там, не говоря уже о родственниках. Но я ни разу не видел, чтобы кто-то у них брал интервью, чтобы писалось как бы истории с их слов, да? А почему? Потому что эти люди, они склонны стоять на Коране и Сунне. А у таких интервью брать неинтересно. Они истории искажать не дадут. То, что они знают, они скажут прямо, открыто, а то, что там какие-то доводы, догадки, например, они не станут их как бы излагать. Прямо на наших глазах национал-демократы стараются переписать нашу историю. Это вот первое, с кого это началось, это Зиндир Закаев, который, как только вышел с территории Чечни, первым долгом попросил денег у Нугаева хуже $5000 и написал книгу вместе с Ярари Абдулаевым, которая как бы многие из нас знают, что ваххабизм – это кремлевская вакцина. То есть это вот человек, который вышел с территории джихада, вместо того, чтобы собрать деньги, вместо того, чтобы собрать группу, строить какие-то планы, возвратиться на территорию джихада, связаться там со своим эмиром. Нет, он просит деньги, попрошайничает и пишет книгу «Ваххабизм. Кремлевская вакцина». И в дальнейшем уже в нашем современном реалиях мы помним, что вот якобы на английском написана какая-то книга им, что там уже Яндарбиев не герой, Шамиль не герой, и другие тоже не герои. Заглотку я и говорить не буду. Это понимание Закаева, не знаю, как он выражался в отношении своего брата Кадырова, что это козел, за него я вообще говорить не хочу. Вот это отношение по отношению к своим лидерам, к своим эмирам, да. А уже в настоящем времени сам Зиндир Закаев настолько засветился в своих вот этих антиисламских заявлений, что без презрения и отвращения его уже как бы никто не принимает. И, соответственно, видя вот эту ситуацию, в последнее время мы видим, что как из чулана, который там десятки лет где-то протухшие спали, занимались своими делами, семейными, своими личными, вот вытаскивают вот пропитанные нафталином вот эти восковые фигурки, и которые вместо Закаева как бы начинают уже внедрять вот эту же тему уже как бы с другого конца, чтобы запутать людей, что это как бы разные люди, разные позиции, ну, вроде бы говорят об одном и том же, и думают в унисон, да? А по факту это один источник, одна труппа, один куратор, одна цель.
Это разделение мусульман и уничтожение мусульман. Вот мы же помним, как многие из тех, кто сегодня проживает здесь на улице, они как бы похваляются своими громкими статусами в прошлом. Вот, допустим, есть некто Абу Бакр, сейчас я его фамилию не вспомню, который как бы считает по сей день себя преемником Фатхи, шейха Фатхи, и который, сидя здесь, за пределами джихада, якобы там у него чуть ли не до 500, до 300 муджахидов дома воюют, когда в лесу в общем не было 300 муджахидов. Собирал деньги и полностью как бы разделял, делал бухтаны на амира, на муджахидов, да? И по факту мы сегодня видим, он ближайший соратник того же Закаева. Халимов Ислам, о котором я выше сказал, вице-премьер шариатской безопасности, то же самое из этой же категории. Вот. Их много. Вот есть Зияуди Белоев, который там вроде бы возглавляет совет старейшин в Европе, да? Он бытность, когда после Первой войны проводились президентские выборы, да, он был вице-президентом у Удугова. А компания Удугова называлась «Исламский порядок» на тот момент. Вот этот Зияуди Белоев возносил Удугова, валлахи, у меня есть несколько свидетелей вот этих разговоров, до небес. Он его просто обожествлял. А теперь мы видим, что он его обвиняет во всех смертных грехах. Субханаллах. И как бы является уже как бы соратником того же Закаева. И многие другие подобные им, которые сегодня пробрасывают, что они стояли у основы возрождения ислама в Чечне и являются якобы знаменосцами, да, путеводителями. Кстати, для меня очень интересно, вот я никак не могу вспомнить, предвыборный лозунг Закаева вот на этих президентских выборах, и кто у него был вице-президентом. Вот я не могу, он мне и тогда не был интересен, видимо, ввиду этого я как бы вот не помню, если у кого-то есть такой информации, поделитесь, иншаллах. Просто мне это интересно. Да, я согласен. Вот эти самозванцы, которые считают, что они стояли у истоков, я согласен, что вы стояли и возглавляли все мошеннические авантюры в нашей республике и в нашей истории, просто преследуя свои корыстные цели. Собирали деньги под любой возможностью для создания фильма, для построения мечетей, для закупки водок, примерно. Мы эти истории помним. Не я о них рассказывал. Вот если сегодня поднять, мы их поднимаем, смотрим, наблюдаем, мы видим, многие в курсе того, что я говорю. Вот очень много интересных моментов, из которых можно делать какие-то определенные выводы. Вот этот Кадыров-старший, да, он при нашей власти как бы служил для нас образом мусульманина, да, постоянно такой в одежде, серьезный, с бородой, с папахой, да, на тракторе призывал всех к джихаду, даже жен, которые обязаны, не просто должны, а обязаны, не спрашивая своих мужей, выходить на джихад. И после того, как уже Россия вошла в Чечню, во Второй войне уже как бы захватила нашу территорию физически, он открыто перебежал, не то что перебежал, а просто открыл свое истинное лицо. И одномоментно стал интеллигентом в галстуке, да? И уже мы его, можно сказать, изо дня в день видели в европейских костюмах с ярко выраженными галстуками и часто в обнимку с кафирскими женщинами, да? Легкого или тяжелого поведения. Такие фотографии тоже имеются, мы как бы многие видели все это. И вот недавно, вот в прошлом мы видим, что вот эти мангурты на местах, там в Чечне,
собрали якобы совет старейшин, отчетно-выборное собрание, по-моему, у них так было там написано, по Чеченской республике. Это натуральный спектакль, который делается для того, чтобы контролировать наш народ, наше население. Сплошной маскарад, как вот у басни Крылова, как говорится, кукушки хвалят петуха за то, что петух хвалит кукушек, да? Вот такая же картина вот на этом совете проходила. И все это они как бы называют и выдают как бы это вот чеченские адаты, чеченские традиции, да? Натуральный спектакль, детский сад. Вот как, если собрать детей, да, и сказать, кто хочет шоколадку, и все поднимут руки. Вот то же самое, вот такой же подход, вот такие же действия. Кто за то, чтобы вот наш Боджи Манкурт стал там следующим лидером на следующий срок, и все поднимают руки. Кто за то, чтобы там какой-то Дадаев Рызван стал председателем совета старейшин, поднимите руки. Все унисон поднимают руки. Это концерт, маскарад. Ну, делается для того, чтобы можно было как бы представить, преподнести. Вот мы у народа спрашиваем, вот представители народа, вот совет старейшин собрали, вот мы народ уважаем. Соответственно, еще как бы пушечное мясо для войны в Украине тоже нужно. Там кто-то должен набирать это мясо, какие-то права все равно должны качать. Вот полнейший спектакль. Вот эти же люди раньше, они, как будучи предателями, стучали на чеченцев и помогали кафирам убивать и пытать наш народ. А теперь у них вообще проще все делается. Они всех несогласных и неугодных просто как бы под любым предлогом берут и отправляют в Украину. И дело с концом. Посмертный крест и маленькое материальное вознаграждение для того, чтобы там родители не жаловались и жена ных-ныкала, да? Вообще проблем нету сегодня. Вот как бы если провести такую аналогию вот, из нашего прошлого, вот, для ясности, не знаю, думаю, будет уместным. Когда вот были переговоры между Яндармиевым и Ельциным, когда Яндармиев поехал в Москву на переговоры, для чего он туда поехал? Для того, чтобы остановить войну, для того, чтобы спасти свой народ, заключить мир с этим алкоголиком, да, рискуя жизнью примерно. Он когда поехал туда, мы же помним, в этом Кремле примерно, то там Яндарбиев как бы был национальной папахой, да, а Закаев, который его там сопровождал, он там, мы все помним, в черном платке с шахадой, да, это вот создавая такой отрицательный имидж на Ельцина, на этого пьяного кабана, да, и в то же время, сидя вот в этом же зале, поддакивает этому Ельцину, заглядывая ему в рот после каждого сказанного слова. Вот для чего я вот вспомнил вот этот момент, это все лицемерие, которое сегодня вокруг нас, вот, которое навязывается нам, дома этими манкуртами, предателями, и здесь за пределами нашей Родины вот этими дезертирами, национал-патриотами, национал-демократами. Когда вот, продолжая вот эту же аналогию, когда уже после войны, мы помним, Масхадов поехал на встречу с Ельциным, уже на правах как бы победителя подписать уже окончательно там какие-то соглашения. Ну, мы считали, что мы уже как бы победители. Хотя по факту такого, оказывается, не было. Ну, по крайней мере, нам так вот тогда казалось. Там вот, мы помним, Аслан опять в таком папахе, да, уже, можно сказать, когда мы на правах победителя поехали в Москву, там Закаев уже как бы без головного убора, с чубчиком, таким пацановским, прибором на голове,
И как бы опять такой полный диссонанс. И теперь уже как бы катаясь по Европе на митингах, мы часто видим вот Закаева, да, Зиндика, в папахе, да, чеченской такой, солидной папахе, и с красным ярко выраженным галстуком, да. Это полный диссонанс. И это говорит о многом, вот, в чем, из чего состоит вот этот человек и другие ему подобные. И так во всем это у нас получается сплошной театр и лицемерие. И никаких выводов или игнора с нашей стороны они не видят. И, соответственно, почему бы им не ставить дешевые спектакли, если есть зрители, которые готовы платить и покупать билеты на этот спектакль? Вот что мы сегодня видим вокруг. А если ты это не принимаешь и отрицаешь, более того, раскрываешь и разоблачаешь, то ты автоматически враг, ты ваххабист, ты такфирист. Вот такова реальность сегодня наших дней. Мы постоянно слышим и видим в настоящем вот, создании каких-то легенд и ореола для себя вот, от близости в прошлом в отношении Яндарбиева, в отношении Фатхи, в отношении Шамиля, вот, делают для себя, вот, создают легенды, что они были близки с этими лидерами, с этими героями, действительно, как бы настоящими героями Кавказа, нашей Умы, примерно. Да? Вот создают такой ореол, что они были чуть ли не братьями, были такими близкими, делились обо всем и о всем. И эти же люди, мы сегодня видим, как они как бы прогуливаются по коридорам европейских офисов, фоткаются, братаются, с кем попало, как попало. И как бы все это называют такой правильной политикой, центристской политикой, золотой серединой, не знаю, как они его по-другому еще называют. А если бы вот эти наши лидеры, тот же Яндарбиев, тот же Фатхи, тот же Шамиль, тот же Докку, если они были сегодня живые, неужели вы считаете, что они были бы согласны вот с теми действиями, с теми поступками, которые мы сегодня вокруг нас видим, да? Нравятся нам они или не нравятся, если мы считаем, что наша современная история – это реальность, то мы не можем как бы игнорировать наших лидеров. Алхамдулилля, алхамдулилля, валлахи, Аллах по своей милости открыл мне и мне подобным нам двери истины. Валлахи, валлахи, я до последнего вздоха буду изучать и утверждаться на этом прямом пути. И тот, кто покажет мне, укажет, раскроет, наставит меня на прямой путь, в чем я еще не разобрался или не постиг, валлахи, я только буду благодарен. А у них как бы получается, на какую бы арбу они не садились, получается, по-ихнему они всегда правы. Хотя все, что они делают, показывает полная противоположность Корану и Сунне. Вы все те, кто обманывали в прошлом и в настоящем наш народ, разделяли наш народ, делали бухтаны, и по сей день не можете остановиться, вы как бы рабы своих страстей, и ваша зависимость берет верх над вами, над здравым смыслом. И, валлахи, пользуясь случаем, я призываю всех к тем, кто еще трезв и не обманут, и не раб своих страстей, не давайте поводов вот этим предателям и дезертирам, чтобы они вами манипулировали. Мы же видим повсеместно пафосные заявления этих групп с обещаниями всего и всех цветов радуги. А цель одна – власть и нажива. Валлахи, ничего другого. Это сплошное лицемерие. Касательно лицемерия, мы знаем, что в исламе слова и доводы лицемеров, мунафиков, отвергаются.
так как их истинной целью является не поиск истины, а разрушение веры, создание смуты и обман. Согласно священным текстам, их речи могут быть красивыми снаружи, но они лишены духовной основы и являются ложью. И почему их слова не принимаются? Суть лицемерия, не факт. Лицемеры скрывают неверие свое внутри себя, притворяясь мусульманами ради собственной выгоды или безопасности своей. И в Коране говорится, что они скупятся на добро и призывают к порицаемому. Также у них отсутствие искренности. В хадисе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, названы 3 главных признака таких людей. При разговоре они лгут, при обещании нарушают его и при доверии предают. Доводы, основанные на лжи и предательстве, не могут служить доказательством религии. Польза от их отстранения Всевышний в Коране указывает, что отказ от сомнительных разговоров и предложений лицемеров служит защитой для уммы, общины и самих верующих. Как Коран в Сунне оценивает лицемеров, отказ в доверии, Всевышний говорит и предупреждал нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам, в том, что лицемеры искусны в красноречии, из-за чего их доводы могут звучать убедительно, но их сердца мертвы к истине. Непринятие дел Коран подчеркивает, что их пожертвования и поступки не принимаются, так как они совершенно без веры с Аллахом. Сура Ат-Тауба, аят 54. Духовная слепота. Ислам учит распознавать их не только по словам, но и по их делам. Пренебрежение, поминание Аллаха. Истинные знания и духовные доводы в исламе опираются на искренность, на правдивость и богобоязненность. Религиозные тексты призывают мусульман проявлять бдительность к словам тех, чьи поступки расходятся с ихними заявлениями. Вот такое оценка дается в Коране в отношении лицемеров. И когда мы сегодня от домашних манкуртов слышим Ахмад путь, мы должны понимать, что это не Ахмад путь, а Путина путь. И должны помнить, что один раз, единственный раз, когда Ахмад не в такт чихнул, его сразу списали и убили. А его сына, все мы знаем, поставили на его место. И, соответственно, сегодня сын уже не чихает, а всегда готов повторять: «Я пехотинец Путина». Вот что мы должны знать. А этот Путин грозился нам, что он, если найдет нас, будет уничтожать и в сортире. А его ставленник, которого он сам уже убил, представьте себе, тот же Ахмад, он перефразировал слова Путина, да? Мол, Путин сказал слишком мягко: «Я говорю, что надо убивать в чреве матери», когда Коран говорит, что дети нерожденные, даже рожденные до 7 лет, являются безвинными. Субханаллах. Вот это есть путь Ахмад. И, соответственно, когда мы сегодня говорим, в основном, я обращаюсь, приводя примеры на чеченском народе, тем не менее, надеюсь, что другие братья из других вилаятов, они должны делать анализ из того, что мы сегодня говорим и доносим до вас, чтобы вы не повторяли такие ошибки. И мы сегодня должны понимать, когда мы говорим о независимости Чечни или Кавказа, мы должны понимать, что пока Россия будет управляться капиталистами, сионистами, они никогда с этим не согласятся. Более того, я не вижу такой отчетливой силы сегодня на Кавказе и даже среди чеченцев, которая полностью была бы независима от внешних факторов. Независимость, к которому мы стремимся, нельзя достичь, будучи зависимыми и подконтрольными от кого-то. А выступать и пропагандировать чеченскую тему, допустим, под контролем кафиров,
белых или красных или прочих, ничего общего с мнением и желанием искренних чеченцев не имеет. А чтобы представлять чеченцев и решать наши проблемы и наши задачи, еще раз повторяюсь, и чеченцам, и другим народам, в других вилаятах, в каждом народе нам нужен ахлюль халли валь акд от каждого народа. Это достойные представители вот этих народов, как чеченцев, ингушей, дагестанцев и других. Лучшие из лучших, которые имеют и будут иметь права решать все наши задачи и вести наш народ по прямому пути. Вот это для нас должна быть первичной задачей. И это является для нас единственным правильным решением. Когда мы говорим о чем-то другом, валлахи, мне абсолютно становится неинтересно, и я знаю, что за этим ничего не стоит и не последует, кроме пафосных выражений и призывов. А, допустим, если вдруг Россия ослабнет или Запад осилит его, да, как многим нам кажется, что вот окраины, оккупированные народы как бы получат возможность получить свободу в той ситуации, в которой мы сегодня находимся. Валлахи, я более чем уверен, каждый народ будет стремиться к отдельной независимости каждого народа, если не будет исламского единства. Более того, если взять Северный Кавказ, Эмират Кавказ, как это является для нас, то я более чем уверен, что Северная Осетия, Южная Осетия, она в любом случае захочет остаться с Россией. Часть Дагестана также мы знаем, что тяготеет к Турции. Карачаевцы также тяготеют к туркам. Абхазы сегодня полностью зависимы от России. Ингуши могут разделиться, чеченцы могут разделиться. Одних будут тянуть в Европу, других в Россию. Субханаллах, это же настолько все очевидно. А вот если мы, не откладывая, изберем ахлюль халли валь акд из каждого народа на основе Корана и Сунны, самых достойных и лучших, валлахи, вот эта шура станет для всех, как для чеченцев и всех остальных, маяком, в каком направлении нам двигаться и что нам делать. И эта шура будет легитимной и перед Аллахом, и перед народом, и ответственным за свой народ, и будет делать правильные шаги в текущих процессах. Другой альтернативы у нас просто нету. И это надо понять и принять, и схватиться за это коренными зубами, как сказано в Коране, за верх Аллаха. Иншаллах, и наше дело с помощью Аллаха, иншаллах, я более чем уверен, будет двигаться вперед. Других путей, других решений абсолютно я не вижу. Их просто нету.